они стали там задавать мне вопросы, какова цель моей дружбы с американцами и так далее, что они, мол, недружественная страна и так далее. Я сдал экзамены и сразу же вышел на работу. Начал работать 3 года назад. 3 года назад я вышел на работу. Честно говоря, я чуть-чуть немножко переживал поначалу, думал, что это очень большая машина, там транспортное средство, и там 40 тонн, и как я буду это возить, это настолько тяжелая работа будет для меня и так далее. Были какие-то страхи, внутри переживания, но все-таки успокаивало то, что другие люди тоже делают эту работу, я тоже смогу сделать. Меня пригласили на вечеринку, я был с другом, с афроамериканцем. Мы поднялись в ресторан, там сидели, отдыхали. И после того, как мы вышли с ресторана, мы зашли в лифт. И в этом лифте оказался племянник президента. Он занимал в то время руководящую должность силовых ведомств Туркменистана. И вот он докопался до нас, мы как бы подрались там. Они моего друга афроамериканца, он был сотрудником посольства, но он не был дипломатом, он был обычным охранником, у него не было никакой неприкосновенности. Они ударили его, применили физическую силу, и мы подрались там, а после этого у меня начались проблемы с властью. Мы привозили из Турции стройматериалы для водопроводных и канализационных систем Туркменистана. У меня было очень много подчиненных. Мы сотрудничали с турецкими компаниями. Я в 21 год стал занимать руководящую должность. Но я стал чувствовать ответственность. Я понял, что я могу быть лидером. Я почувствовал, каково быть по-настоящему быть лидером. И за кем могут последовать люди. Я ощутил это чувство, и я пытался работать с совестью, с добродушностью, относился ко всем лояльно, вполне хорошо, и выполнял свою работу. Меня хотели, честно говоря, посадить, но при вмешательстве посольства Соединенных Штатов Америки они мне ничего не смогли сделать. Они просто стали вызывать меня в полицию, под всяким предлогом, под всякими причинами. Там проверка какая-то, вызывали, телефоны начали мои проверять и так далее. Я понял, что мне не дадут жить в этой стране. Они стали задавать мне вопросы, какова цель моей дружбы с американцами и так далее, что они, мол, недружественная страна и так далее. Я сказал, что чисто дружеский интерес, мы дружим, общаемся хорошо, и нет никакого интереса между нами, помимо того, что мы друг к другу хорошо относимся, человеческое отношение, и все. И мне пришлось вылететь из страны. Я не мог ездить на своей машине, у меня была хорошая машина, меня постоянно останавливали полицейские, сотрудники ГИБДД, ГАИ, останавливали постоянно, писали нарушения. И я продал свою машину, и был вариант вылететь, я вылетел из страны. Честно сказать, тяжело было адаптироваться, это же другая культура, другой язык. Не мог чуть-чуть обустроиться первое время, выбирал работу там, так как до этого никогда не работал в таких тяжелых работах, буду искренним. Мне тяжело подалось. Например, я первое время грузчиком работал там, в ресторане помощником официанта, там это басбой, называется. Басбоем работал. Было очень тяжело. Жил, например, в бейсменте. У нас было 9 человек или 10 где-то примерно. Это ребята были из Узбекистана, очень хорошие ребята были, очень много помогли. Я жил с ними, делил хлеб там. И чуть тяжело было искать работу там. Поэтому я немножко тяжелые времена перенес. До тех пор, пока я получил разрешение на работу,
и социальный страховой номер. Это было где-то год, да. До этого времени мне было очень сложно. Потом в один миг мой брат мне как бы сказал: ты, говорит, у тебя, говорит, хорошо получается, почему, говорит, ты не откроешь ТикТок, говорит, ты не сделаешь, говорит, свой первый шаг в ТикТоке, у тебя там очень быстро, говорит, поднимешься и больше людей узнает. Я как бы думал, может, на английском или на русском, или на туркменском, на каком языке вести блог, и как бы у меня получилось такое, что вот я пришел к мнению, что я начну вести на туркменском, на родном языке. И я начал вести на туркменском языке. Мой народ очень сильно поддержал меня. Буквально за 1 год мы смогли покормить более 100 тысяч детей. Мы всего лишь за год построили более 25 колодцев в Африке, в самых бедных регионах. Построили мечети, школы. На сегодняшний день мы от народа Туркменистана 6 раз отправили гуманитарную помощь для палестинцев. С первых дней войны я призывал людей, я призывал своих сограждан присоединиться к моему проекту, чтобы мы смогли донести нашу помощь. Если режим борется с своим народом, если они препятствуют им всеми средствами, всеми пытаются усложнить жизнь своим гражданам, то я должен бороться с ними. Также по моему вероубеждению, если там власть тираны, то нужно бороться с тираниями. Если даже ты не можешь предотвратить зло, ты должен распространить его, чтобы весь мир знал об этом. Также я по сей день делаю все, что могу, чтобы показать людям на самом деле истинное лицо власти Туркменистана, как они мучают свой народ, притесняют,